Была уникальная поездка, экскурсия, Агрызский район, деревня Салауш. Там есть чисто татарская школа, 50 человек, 5 человек детского сада. Какой прекрасный там коллектив. Там обучение идет на татарском языке предметов, а также на русском, но в основном там все, значит, на татарском языке, продленка на татарском языке. Очень высокого уровня профессионально подготовили концерт. Видно, что учителя вкладывают в это свою душу, свое сердце, значит, порядок в школе, это видно. И самое большое впечатление, конечно, на нас оказал музей. Это уникальнейший музей большой площади, столько там экспонатов. И вот это вот руководитель музея, вот этого, значит, знает родословную, знает любой экспонат, знает все, знает про всех людей, про соседние деревни. У нас большие планы с этой школой. Дело в том, что с этой деревни моя мама, с деревни Салауш. Потом из этой Салауш отделилась деревня Мадьяр, в которой уже моя мама родилась, а родители ее из деревни Салауш. Поэтому очень много там родственников, очень много близких. Надо всегда знать, кто ваши дедушки, кто ваши бабушки, кто ваши прабабушки. 7-е поколение, надо все это изучать, разговаривать. Если они были на войне, кем они были на войне. Значит, как они погибли, все это надо, конечно, знать. Узып киткен 50 ел мәктәбемә барганга, сөенеп туя алмыйм авылда мәктәп булганга. Тормыш юлына юлланма, мәктәбем алдым синдә. Рәхмәтлемен шуңа мин, горурлык кичерәм бүгендә. Мы большие планы с этой школой, с этой деревней. Мы собираемся там в будущем проводить сабантуй. Мы там трижды проводили ифтар в этой деревне со сбором всех хазрятов соседних деревень. Это тоже мы делали первый раз. Сегодня прошел очень хорошо ифтар в деревне Салауш. Салауш деревня, это всегда была здесь центр колхоза Пушкина. Это была самая большая, знаковая, значимая деревня во всей округе. Поэтому здесь проходит центральный сабантуй. И мы не случайно здесь, значит, провели сегодня ифтар. Но дело в том, что в этой местности мой дедушка был хазрятом. И поэтому за мусульманство в этом районе, в этих 30 деревнях, мы вроде наша семья за это ответственны. В Салауше у нас были богатые, значит, родственники, многое принадлежали им мельницы, леса, поля. Поэтому, значит, нам деревня это очень близка. Вынашиваем план провести там еще ифтар и еще раз поехать к ним в гости весной.